Я оцениваю очень высоко подготовку детей. Они все свою, вот если есть такое выражение, знать партию, да, у музыканта, свое произведение или свою партию, они очень хорошо знают и очень хорошо играют. И много действительно по-настоящему музыкантских моментов. Наша задача помочь детям раскрыть себя. Довольно интересные произведения они выбрали. Мне кажется, что для их уровня развития на данный момент это оптимальный со всех сторон вариант. Вот. Я готовлюсь к этой репетиции очень серьезно. Я играю свое произведение на стаккато, нон-легато. Меня похвалил за то, что я сыграл. Проверил, вступаю ли я в ту долю, в которой он показывает мне своей дирижерской палочкой. Я впервые буду играть с этим симфоническим оркестром. Мне нравится фортепиано в том, что оно очень хорошо звучит, очень такое глубокое по звучанию. Участие в телевизионном проекте было очень таким большим для меня достижением. Родственники, когда меня увидели, очень сильно обрадовались, особенно мои дедушка и бабушка. Передаю большой привет моему дедушке и бабушке, которые смотрят меня и поддерживают меня. Можно сказать, захватывает, потому что это не просто поиграл сам, а это с оркестром. Чувствуете пафос? Я ожидаю от финала. Я не знаю, что сказать. То, что я слышу сейчас, уже завораживает, особенно с оркестром. Мне очень понравилось играть на первом туре Элкен, потому что все как-то красочно, все по-домашнему, так тепло принимали, и я подружилась с некоторыми участниками конкурса.
много занимались. И, конечно, помогали родители. Она охотно и настолько привлекала эта идея сыграть с оркестром. Ну, это вообще, так сказать, счастье для любого исполнителя сыграть с оркестром. И вот поэтому она с большим энтузиазмом занималась, я так думаю. Даже не то, что думаю, а констатирую. Я выступаю на конкурсах довольно часто, поэтому сегодняшняя репетиция не была для меня такой волнительной. Я готовилась к этому конкурсу вместе с моими музыкальными наставниками, преподавателем Лидией Борисовной Фоменко и композитором Азаматом Рафаиловичем Озногуловым. Это мой первый опыт игры с симфоническим оркестром и перед такой большой публикой. Очень здорово, что есть такой конкурс, на котором юные исполнители могут показать свое мастерство. Я очень сильно готовилась, учила программу наизусть, потому что для меня это очень важное событие. С симфоническим оркестром я буду играть впервые, и надеюсь, это будет первый и хороший опыт. Перед композитором Дмитрием Сергеевичем мне было вообще не страшно играть, потому что я знаю, что они меня поддержат. С удовольствием принял предложение сделать оркестровку, потому что я думаю, что это очень хорошее начинание, чтобы наши дети, музыканты, которые растут в нашем городе, обязательно была возможность у них поиграть с оркестром. Я думаю, это очень хорошо, потому что, честно говоря, не всем, наверное, музыкантам в детстве удается с оркестром поиграть. Поэтому хочу сказать спасибо всем организаторам, которые это придумали. Я как музыкант считаю, что это очень большое достижение. И пусть этот конкурс живет очень долго и радует наших детишек и исполнителей. Этот конкурс, он очень прям хороший. Я себя здесь почувствовала на втором туре, как в сказке. Я жду незабываемых впечатлений, хороших эмоций и, главное, хорошо сыграть с оркестром. И очень хочется попробовать сыграть с нашим национальным симфоническим оркестром. Дмитрий Сергеевич сказал, надо больше репетировать, держать все время один и тот же темп.
Я считаю, что это мощнейшая мотивация для всех. То, что мы уже играем с оркестром, это ведь такая радость для ребенка. Это ведь независимо от того, будет он хорошим доктором, может быть, или инженером, но будет музыкантом, еще радостней, да? Но вот это останется у него на всю жизнь в памяти. Я очень много занималась сама, с педагогом. Мне очень нравятся произведения башкирские, поэтому занятия давались просто. Под башкирскую музыку охота танцевать, а под классику успокаиваешься, отдыхаешь. Когда мама раньше занималась на баяне, у нее не было возможности играть с симфоническим оркестром. А у меня появилась такая возможность, и мама очень этому рада. Она гордится мной. Конкурс «Элькян» мне очень понравился, готовился я к нему очень долго. Нравится, что буду играть с симфоническим оркестром в зале, в большом, перед множеством количеством людей. Мне это очень нравится. Финал для нас – это праздник, мы очень рады, что вышли в финал, очень стараемся сыграть, понравиться зрителям, не подвести и себя, и наших, кто за нас болеет, кто нас поддерживает. Вдохновляемся, очень вообще ждем от этого концерта только самые положительные, яркие эмоции. И я думаю, так оно и будет. Я сыграла в темпе, который сыграл Дмитрий Крюков, фортепиано. Для меня это огромная честь, я очень ему благодарна своему педагогу, благодаря ей мы встретились с ним. Это всегда радость. Это радость, когда твой ученик выступает на сцене с Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан. Это гордость. Это шикарный конкурс. Башкортостан, он сам по себе процветает. Здесь очень много талантливых детей. И мне очень приятно, что требования именно башкирских композиторов. Вы знаете, ведь сколько красивой музыки именно у нас в Башкортостане. Какие талантливые композиторы.
волнение почувствовала, но я его преодолела, потому что дирижер общался со мной как с настоящим артистом. Я очень жду следующего дня после концерта, потому что пойму, насколько это страшно было или нет. Ну, как педагог я жду, что Маша приобретет особый опыт игры не только с роялем, но и с оркестром, и с преодолением сценического волнения, того воодушевления, радости, которая ждет ее от исполнения этого произведения с оркестром. Это незабываемое впечатление. То, что нас, дочь моя, пригласили участвовать в этом конкурсе, это просто для нас большое чудо и неожиданность, потому что играть с Национальным симфоническим оркестром ребенку – это что-то невероятное. И, конечно, мы очень сильно переживаем. И, конечно, переживают наши друзья, близкие, педагог. Ну вот хотят, чтобы все получилось. Я готовился очень долго. Мы начали сразу с учебного года, мы готовились к этим репетициям. Мне мой педагог говорила, представляй то, что здесь сидит Дмитрий Крюков. Ну, я представлял, старался. Необычные были. Немножко волновался, так всегда, мне кажется. Я не хочу быть самоуверенным, я не хочу других думать. Они достойные, хорошие соперники. В финале посмотрим, что там будет. Я не подразделяю на детскую музыку, скажем, или взрослую музыку, да? Я думаю, что все-таки в музыке должна быть именно душа и сердце. И тогда, скажем, уже любой ребенок уже поймет и понравится музыка, и, естественно, скажем, заинтересуется и будет играть. Чтобы не волноваться, нужно много заниматься, чтобы не было ощущения, что ты где-то можешь ошибиться. Маленькую привела мама, годика 4 ей, наверное, было. Слух очень хороший, пела замечательно. Они после выступления с оркестром почувствуют какую-то такую пищу, ранее им неизвестную, от сцены, от контакта с нами, с музыкантами, от музыки,
что им позволит в будущем, даже если они не музыкантами станут, но людьми, ценящими красоту. И, соответственно, если человек ценит ее, он и вокруг себя ее будет распространять и нести другим. Вот такие простые задачи.